В минувшее воскресенье в городе Чедерлунга состоялась премьера спектакля «Евлен Мяк» Гоголя. Постановка была поставлена режиссером Дмитрием Коевым, заслуженным артистом Молдовы, режиссером, актером Государственного русского драматического театра имени Чехова Республики Молдова. И, конечно же, спектакль прошел на ура. Зрители комическую постановку восприняли всецело, были улыбки, был смех и звучала гагаузская речь на сцене. Постановка также будет поставлена на русском языке, поэтому у тех наших жителей, гостей, у кого не было возможности или не получилось прийти на спектакль на гагаузском языке, на русском языке также в предстоящее воскресенье будет представлена на сцене единого центра, культурного центра муниципия Чедерлунга на русском языке «Женитьба». И приветствую наших гостей. Вместе с нами главный актер Гагаузского национального театра имени Дениса Танасоглу Михаил Гагауз. Доброе утро, Сабанс Хайрлоусон. Доброе утро, Сава Хайрлоусон. И режиссер, которого я ранее представляла, Дмитрий Коев. Доброе утро, Дмитрий. Ну, настроение после выходных? Очень хорошее настроение, замечательное. Волнение закончилось, теперь ждем следующий спектакль. Волнение было, скрывать не будем, как зритель примет этот спектакль. Ну, по-моему, все получилось здорово, даже очень. Я сама с удовольствием смотрела и на все постановки, на все спектакли Национального театра хожу, потому что реально вот чувствую гордость за наших артистов, за наш национальный театр. Вы настоящие специалисты в своем деле, ну, ребята талантливые, вы с ними работаете, вы это прочувствовали, вы уже знаете. То есть вот этот тандем между вами и актерами нашего национального театра, он первый или нет? Нет, 5 лет назад я поставил спектакль «Ловушка», детективную комедию, которая с успехом шла, да, на сцене. Много раз ребята ее сыграли. Ну и потом мы с Михаилом пообщались, он говорит, почему вы не осуществите еще одну постановку? Долго выбирали, скажем честно, чтобы, так сказать, постараться максимально занять весь коллектив театра, чтобы у всех были хорошие роли. И вот остановились на Гоголе. И, по-моему, распределение попадания, 100%. Если говорить нашим театральным таким сленгом, попадание в роли абсолютное. Известная пьеса Гоголя «Женитьба», наверное, была рискованной идеей поставить ее именно на гагаузском. Впервые вы ее презентовали, да? А вообще в современном ладе? Ну, да. Тяжело далось? Нет? Идея как появилась? Вы знаете, когда ты работаешь с хорошим талантливым коллективом, работается очень просто. Потому что ребята ждали меня, мы дружим в жизни. Я приехал, и мы за 2 месяца сделали эту постановку. Что еще сказать? А как формировалась идея? Ну, мы обсудили, что это Гоголь же вообще мистический автор. Да. Давайте не забывать. Да. Ну вот мы немножко как бы, ну не скажу, чтобы боялись, но думали, как Гоголь оттуда на нас посмотрит. Ну, по-моему, он улыбнулся. Наверное, улыбнулись так. И зрители, и не зрители просто улыбнулись, и посмеялись да, от души. Да. На гагаузском языке столько слов звучало, именно старых гагаузских слов. Это... Вообще, честно, вот словарный запас свой тоже чуть-чуть пополнила. Кто работает над переводом текста? Перевод данного текста был осуществлен директором театра Михаилом Константиновым и актрисой театра Валентина Тарзинова. Девочки, еще актрисы помогали. Это Елена Данажи, Валентина Гмишлю, Лидия Арманжи. Вместе как-то они вот сели и вот создали, перевели Гоголя. Я думаю, что
было настолько доступно. Да, новые старые слова, которые, в принципе, в гагаузском языке нет в обиходе, мы их туда внедрили, потому что эти слова, о них нельзя забывать. Все-таки мы несем гагаузскую культуру и говорим на этом языке, и вещаем со сцены на этом языке. Постановка на гагаузском языке «Женитьбы», она была ранее в постановке Савелия Кёся в 2004 году. Тогда уже звучал Гоголь на гагаузском языке. Но теперь это произошло все в современной интерпретации. То есть мы были с телефонами, то есть мы не играли эпоху. Мы это приблизили к нашему времени, поэтому да. я думаю, что это получилось очень вкусно. Ну, то, что вкусно было, действительно Да. вкусно. Михаил, вы сыграли главную роль, роль одного из женихов. Как вжились в роль? Как я вжился в роль? Вот многие наши актеры и режиссер не даст соврать. Миш, тебе играть даже не надо, потому что ты, в принципе, такой в жизни. Вот. Да, было немножко чуть-чуть сложно, какие-то моменты были для меня непонятные. Спасибо режиссеру здесь, Дмитрию Коеву. Он все-таки при нашем с ним разговорах мы нашли общие какие-то консенсусы и приблизили. Можно и вообще тайну раскрыть маленькую. Я сам играл под Колесиным в постановке в Кишиневе дипломной работы, и поэтому нам было очень комфортно. Я играл под Колесина, тоже выпрыгивал в окно, поэтому я быстро объяснил, чего надо Мише играть, и он здорово справился с этим. По поводу... В общем, у вас тут два Подколесина сейчас сидит. По поводу прыжка Подколесина в конце спектакля, да, он все-таки выпрыгивает в окно, и хотелось бы, как мне, актеру, да, ну почему бы не жениться, да, человеку уже довольно-таки там под 40 лет, и почему бы не жениться на такой красивой девушке, как Агафья Тихоновна. Да. Но все-таки мы оставили, как написал Гоголь, он выпрыгивает, и девушка, наверное, остается еще на 27 лет. Ну, одной. там, да, финал-то далеко не веселый, потому что ради чего все это действие? Она в конце до слез, потому что, ну вот, счастье было близко. А мужики вот что вытворяют, выпрыгивают. Счастье выпрыгнуло в окно. Хотя Гоголь написан как комедия, да? «Женитьба» — это комедия, но на самом деле, наверное, там... Какая-то и грустная нотка есть, потому что это, ну, как бы трагедийная даже для этой девочки, невесты. Трагедийная ситуация. Михаил, любите главные роли? Ну, есть главные, есть второстепенные, хотя для актера, в принципе, не важно, какая роль, она все-таки роль, и это очень важно. Это важно, что человек выходит на сцену, и, в принципе, он занят в спектаклях. Это самое главное для актера. Пусть она будет большая, маленькая, главная или не главная, это совершенно не важно. В сегодняшних условиях театра легко ли ставить современные постановки на сцене? В условиях театра нашего национального, я имею в виду. В условиях театра ставить постановки, конечно же, это удобно, когда ты находишься на своей сцене, когда ты привык к своей сцене, да, выезжая на другие площадки сценические, немножко все-таки, да, бывает, там, свет не так падает или, в принципе, его нет. Да, у нас там существует выездной свет, но, опять же, это не то. Тогда, когда зритель приходит непосредственно в театр, где работают все службы, и свет, и музыка, и декорация. Но все равно театр должен гастролировать. Театр, который не гастролирует, это. И ребята ездят, я, насколько знаю, по 2-3 фестиваля бывает в сезон. Это очень, очень достойно для Гагаузского национального театра, и они представляют вашу землю там где-то. И фестиваль есть фестиваль. Ты смотришь других, кто-то смотрит тебя, и ты делишься опытом. И я думаю, что, дай бог, может быть, и женитьбу куда-нибудь повезти на фестиваль. Конечно, повезем, потому что Гагаузский национальный театр на мировых площадках сценических, да, мы являемся дипломатами культуры. Проводники культуры нашего региона, поэтому мы очень достойно там себя показываем, и об этом говорят другие СМИ. И не только СМИ, я знаю, что
после выступлений вас также приглашают, и это непосредственно в Турции, и Узелет очень тоже бурное такое впечатление и воспоминания оставил у многих зрителей, и вас также с этим спектаклем приглашают на сцену тюркского мира. Да, Правильно? мы с Узелетом были сейчас недавно, это было в мае, мы были на фестивале в городе Денизли. Прекрасно мы там себя показали, с очень хорошей стороны показали. Все понимают, что такое узиалет. Это как гагаузы стали христианами, как приняли христианство. Для турецкого зрителя это было не то, что новшеством. Многие, может быть, не знали даже, что гагаузы, они же наши. Почему они христиане, почему они православные. То есть в спектакле об этом говорилось, и они восприняли очень хорошо спектакль. Помимо этого, мы познакомились с многими режиссерами и художественными руководителями других театров Турции, и не только Турции. И были приглашены сейчас в фестиваль буквально с 18 июля начнется в городе Ушак. Мы были приглашены, но по некоторым причинам мы туда, естественно, не можем выехать. Поэтому я думаю, что следующий год у нас будет такой гастрольный по Турции. Почему? Потому что в планах есть все-таки покататься и показать нашу культуру. И, может быть, это будет не один спектакль, это будет пару спектаклей, чтобы это могут быть и детские спектакли, и взрослые, но тем не менее. Чуть-чуть отошли от темы, и тем не менее, возвращаясь в «Женитьбу», мы собрали нарезки из спектакля, которые также мы засняли для наших новостей. И, тем не менее, этот отрывок мы посмотрим, после чего продолжим нашу беседу. Yapmadın mı evlenmek için? Yok, yapmadım. Esra git. Neyse ben getir çizmelerimi mi? Gittin ayaklarına da gittin. Yok, lazım düşünler, bakmak. Lazımsa bakmak da bunun içinden bağmayın bakmaya. Selam gel şimdi getirsinler romalarını. Daha yeni gider. Git tamam. Gel şimdi mi? Gel şimdi. Ne bakarsın? Değmeyeceğiz. Bunlardan şeytan da bilmiyorum ne de var. Sana doğrusunu söylemem mi? Ben beğenirim açar benim yanımda fotoğrafçı güler. İnce belli bir kız şahıs. Yeter! Ya sayı sürü! Bakarsana beni hayatım. Kızarım dışarıda rüzgar dönse. Dost sırtı bak bunda. Sesi bu tüyücüzü alsana. Sen kendim. Var mı hiç efendim? Sormuş. Hangi dilde olabilecekler? Sicilya'da. Fransız. Fransız. Benim saygılarım. Al geri kedi saygını. Hanım, Şaray, kayıtsız mı olsan ki? Sana gelecek ulaşılama. Lisesine gittim. Biliyorsunuz, dua etmek hep o kadar artık lisede. Sadece onda olacak büyük bir düzgünlük. Tezgah olacak.
Paskele yortusu. Oruç. Это всего лишь загадочная часть, но обязательно должны посмотреть данную постановку, потому что на самом деле это комично, это интересно и это живо. Живость, которую внесли 4 жениха. Невеста интересная была. Вообще, постановки мировых классиков, каково ставить на сцене? Ну, это вечное, это, как называется, сюжет, который уже вошел в мировую литературу. Поэтому я, допустим, как зритель, я видел очень много постановок «Женитьбы». И, конечно, я не хотел воровать, брать, поэтому сам играл в «Женитьбе», я вот говорил чуть выше. Поэтому я отталкивался по большей части от ребят, от образы мы придумывались вместе с ребятами. Поэтому это увлекательно ставить, я бы так сказал. Классику. Каждый жених, он по-своему был своеобразный и интересный. Я так думаю, что все-таки над харизмой каждого главного персонажа все-таки работали другие специалисты. То есть мимика, оригинальность держания себя на сцене. Здесь чувствовалась какая-то рука профессионала. И так или я ошибаюсь? Я так думаю, что это... Рядом со мной кто-то был в зале? На самом деле здесь Дмитрий Георгиевич Коев, мы, когда было застольное чтение, об этом говорилось, продумывались все образы. Кто, как будет, естественно, режиссер не может знать наперед, но тем не менее он знал, куда он должен привести актера, а актер уже просто привнес и добавил, и как он себя почувствовал в этой роли. Вот как было на главном прогоне, на последнем, увидели, было достаточно вкусно, закрепили и выдали на сцену. Я думаю, что и режиссер, и актер контакт этот очень важен. Я думаю, что еще надо не забыть Олю Якимченко, хореографа из Тирасполя, который вы видели, какие там забавные, она выстраивала эти все, как скажем, танцульки. Она просто так завела немножко вот это вот караоке, то, что все идет. Оля это сделала блестяще, спасибо ей огромное. Она тоже принесла, может быть, какую-то лепту в свой вот этот спектакль. А в целом, я думаю, что спектакль – это живой организм, он еще будет развиваться, понимаете? Вот вчера было волнение у всех, так скажем, трусило, кого-то больше, кого-то меньше. Это нормальное актерское волнение, мое режиссерское волнение. Мы живые люди, понимаете? Но зритель этого не почувствовал. Естественно, зато мы все это чувствовали. Кто работал над костюмами? Костюмированные образы актеров были довольно-таки необычные. Это вечернее белье, это наряды. Ну, тоже вместе. Это, понимаете, театр – это общее дело. Я предлагал Наталью Николаевну Константинову, она находила. Причем ей тоже огромное спасибо, она это очень делала оперативно. И я вообще скажу, что декорации, костюмы очень быстро появились. За это я благодарен профессиональному коллективу, который... Я приехал, буквально сделал пару читок, на следующий день смотрю, не на следующий день, на следующую неделю приезжаю, смотрю, у меня уже бильярдный стол стоит, уже появились эти стулья. Когда декорация есть... Да. Ну, в этом плане легче, чем, допустим, шить эпоху. Да. И очень все оперативно делали, так скажем, штаб театра делал это все очень активно, и не пришлось долго ждать, потому что костюмы быстро появились, максимально быстро. И это за оперативность тоже благодарен театру, потому что это было очень быстро. И знаете, когда все есть, очень легко выстраивать.
Когда ты знаешь, что у тебя тут будет там сколько, 8 стульев, у нас здесь бильярдный стол, и это у тебя уже есть, ты от этого пляшешь. И мизансцены очень удобно выстраивать. Чем обозначаешь, вот здесь будет стол, которого нету 2 недели или 3, понимаете? Поэтому раз у тебя стол стоит, раз у тебя лежанка, все, ты как начинаешь творить, вот это и есть творчество. Сколько времени работали над постановкой? Ну, месяца 2, Месяца да? 2, да. Сейчас как бы такой театр, он очень быстрый, стремительный. Раньше, вот в советские времена, я помню чуть-чуть я заделал, что по 4 месяца, по 5. Сейчас театр очень быстро развивается. То есть бывает за месяц, срок да, получается? бывает за месяц ставят спектакль. Потому что сейчас очень все стремительно. Приезжает приезжий режиссер, у него месяц. Каждый день там, по 8, по 9 часов репетиции, готов спектакль. Поэтому, слава богу, я недалеко. Я не за границей, я из Кишинева сел, приехал, все нормально. Михаил, все-таки главная задача Подколесина какая была? Что показали своей ролью? По-моему, полное безразличие. Вот какой он был в жизни, ему нравилась эта жизнь. Вот ему нравится там, да, есть у него типа прислуги Степан. Ему нравилось, в принципе, вот он дома у себя находится, ну, чуть-чуть беспорядок. Ну и что? Вот устраивает. такое. Он вот ничего устраивает. менять не хочет в своей жизни. Вот, Абсолютно. это, вот в чем, наверное, главная проблема. То его устраивает, а Качкарев говорит, давай, говорит, я не хочу, чтобы ты ради меня старался. Он говорит, как ты не хочешь? Ты должен жениться, как все. Он говорит, а я не хочу. И Качкарев он не понимает, поэтому он его доводит до того состояния, что он прыгает в окно. Но это все, на самом деле, это почему Гоголь велик? Это очень сложный образ. Это как бы визуально, они такие комедийные. А какая трагедия у Живакина, то, что Михаил Резунец играет, который говорит, я 17-й раз прихожу жениться, у меня ничего не получается. Там у него он делает трогательный монолог. То есть, ну, очень некомедийно это все. То есть, в чем велик Гоголь, еще раз повторюсь, все на грани смешного и грустного. Поэтому мы любим Гоголя. Ну, если перенестись в нашу современную жизнь, на сегодняшний день на самом ли деле вот, тяжело жениться? Ребята, юноши, молодые, они реально не хотят жениться? Я думаю, что, наверное, нет. Не хотят. Да. Они сейчас даже об этом, в принципе, Они не думают. женаты на компьютерах и на гаджетах. Да, как бы вот, Это уже беда. Это беда. Это беда, да, реально. это очень сильная об беда. этом чуть-чуть даже стоит задуматься, потому что страшно становится, да, когда молодые люди, которым уже, можно сказать, 25-30 лет, парни, Вся я жизнь говорю, в телефоне. и они постоянно вот чем-то заняты, ну, а жениться не хотят, потому что ответственность все-таки брать на себя как мужчина, да, появится супруга, и нужно же еще, кроме телефона, нужно еще внимание женщины. Что? Как так? Не-не-не, я не готов. Ну вот Подколесин. Я не зря спросила, потому что зритель был среднего возраста в основном. Молодежи очень мало было. Очень хочется, чтобы наша молодежь посмотрела все-таки данную премьеру и, да, чуть призадумалась с помощью актеров в данной постановке, как же надо жить, что надо делать, какие шаги, чтобы действительно реализовать себя в жизни. Это не последняя постановка, я надеюсь, в вашем тандеме с режиссером, с Дмитрием. Если чуть-чуть рассказать о том, чем живет сегодня наш Гагаузский национальный театр. Уже побывали в гастролях. Что же предстоит во второй половине этого года? Ой, вторая половина тоже у нас будет насыщенная, довольно-таки насыщенная. Почему? Потому что мы свой 26-й театральный сезон откроем осенью. Сейчас не будем говорить о числах, потому что это дело времени. Пока дети, студенты, школьники выйдут на учебу, мы откроем, естественно, женитьбой. На гагаузском языке, на русском языке. Это будет не только женитьба, это будет и узиалет, это будет сказка Мозгорой. И тем более, что у нас предстоит большая постановка «Снежной королевы».
на гагаузском языке. Я думаю, что потому что наши дети, когда выходят на зимние каникулы, они, в принципе, ничем не заняты, а театр берет на себя такую ответственность с 25 декабря по 10 января чуть ли не играть каждый день, показывать эту сказку. Она будет очень большая сказка, и также будет приглашенный режиссер из Приднестровского театра Дмитрий Ахмадиев. Я просто сейчас открываю немного завесу и думаю, что сказка получится очень огромной, большой. Очень надеюсь, что турецкое агентство ТИКа нам придет на помощь, потому что сказка требует и большие волшебства там много. Костюмы, декорации, и так, чтобы дети вместе со своими родителями хотели приходить на эту сказку. Да и не только на эту сказку, а в принципе в театр. То есть пока планы вот такие. Вот это на второе полугодие. Что будет в 2024 году, пока не буду говорить. Будем живы-здоровы. Может, что-нибудь придумаем еще вместе. А пока в предстоящее воскресенье планируется в муниципе Чедерлунга в Едином культурном центре на сцене. На сцене Пожалуйста, Единого Михаил. культурного центра мы, имея возможность, приглашаю всех жителей Гагаузии прийти посетить замечательный спектакль по Николаю Васильевичу Гоголю «Женитьба. Наше время». Это очень интересно. Пройдет он в Едином культурном центре муниципия Чедерлунга 23 июля в 18:00. Вход, естественно, на русскую версию будет платным. А платные там чисто символическая сумма – это 50 лев. Что такое сегодня 50 лев? Все прекрасно понимают, что это почти ничего. даром. Действительно. Я хочу вас поблагодарить и, конечно же, постараемся прийти и на русскую версию «Женитьбы», потому что на гагаузском языке впечатлило. У нас уже есть желающие. Я думаю, что побольше зрителей соберете в данной студии, в данном представлении. И желаю вам, конечно, побольше зрителей, без волнения выйти на сцену и на русском также красиво сыграть и комедийно. Спасибо. У вас это получается. Низкий вам поклон за ваш труд. И вот эти союзы с уже известными актерами, режиссерами нашей Республики Молдова тоже дают свои плоды и видоизменяют и вашу работу. В свою Вам очередь хорошего хотел бы поблагодарить телерадиокомпанию ГРТ за освещение театральных постановок, за рекламу, которую вы делаете на общественном канале. Я думаю, что наше сотрудничество будет и дальше продолжаться. Мы все взаимосвязаны, поэтому вы помогаете актерам, мы помогаем нашему общественному телевидению. Спасибо большое. Гостей провожаем, и хочу напомнить, что вместе с нами свой новый день начинали художественный руководитель Гагаузского национального театра Михаил Гагауз, а также Дмитрий Коев, заслуженный артист Молдовы, режиссер, а также актер Государственного русского драматического театра имени Чехова Республики Молдова. Оставайтесь с нами, программа продолжается.